все необходимые мощности, весь тот промышленный пласт, который стоит при формировании профориентационной работы ребятам с нашей республики, а может и из других регионов Дальнего Востока, посмотреть, поучиться, как говорится, потрогать руками. Наверное, это единственное место сейчас вот здесь в республике. И более того, скажу, что Нерюнгринский район имеет уникальную транспортную схему, да, которая удобна абсолютно для всего Дальнего Востока. Повысить интерес к обучению инженерным профессиям со школьной скамьи, улучшить качество образовательных программ по техническим специальностям и профориентации. Все это и многое другое обсуждали на форуме «Инженерию» в столице Южной Якутии. Первый день форума открыло пленарное заседание, посвященное подготовке кадров для промышленных предприятий Нерюнгринского района через реализацию профориентационных программ в учебных заведениях района. Я считаю, что подобного рода мероприятия, такие съезды, форумы, как угодно их называть, несут только одну перспективу – это усиление значимости инженеров в Нерюнгринском районе, усиление значимости инженеров и профессий, которые связаны с промышленностью на всей республике Саха-Якутия, в том числе и на Дальнем Востоке. Я тут ни в коем случае не ошибусь. И сегодня, когда я приветствовал участников форума, я отметил это, что вот работа подобного рода собраний, да, таких вот людей, которые заинтересованы в одном, заниматься профориентацией и давать, как говорится, стране новых и новых инженеров. Это, на самом деле очень значимая и нужная работа, потому что сегодня страна развивается, сегодня всем понятно, что без промышленных предприятий, без индустриализации отраслей мы не сможем быть конкурентной страной во всем мире. И вот подобного рода мероприятия закладывают очень серьезный фундамент. И результатом работы подобного рода, вот я еще раз говорю, форумов должны быть обязательно увеличение численности ребят, которые хотят стать инженерами, которые будущее свое связывают именно с трудом в инженерных отраслях, в промышленности, в производстве и во всем, что связано с индустриализацией Республики Саха-Якутия, Нерюнгринского района, да и всего Дальнего Востока. Поэтому я однозначно приветствую подобного рода мероприятия. Хочу поблагодарить Малую академию наук, потому что именно вот данная структура, данное научное сообщество очень серьезно и глубоко занимается данной проблемой, потому что мы сейчас все с вами видим, насколько не хватает именно инженеров по всем направлениям промышленности. Поэтому очень хочется, чтобы, я еще раз повторюсь, чтобы результатом данной работы было увеличение численности инженерных работников, чтобы наша промышленность развивалась и семимильными шагами двигалась вперед. Пленарное заседание прошло при участии представителей образовательных учреждений Нерюнгринского района, где уже успешно реализуются кейсы для развития инженерного образования для учеников 7-11 классов. Форум, он у нас закладывался уже давно. Дело в том, что мы с Нерюнгринским районом работаем уже много лет. Это все у нас развивается в виде такого очень продуктивного инженерного такого диалога, который имеет место быть. Здесь много молодых талантливых школьников, обучающихся Нерюнгринского района, которые принимают активное участие в мероприятиях Малой академии наук и показывают невероятно хорошие результаты. Талантливая молодежь, которая не может показать такие проекты, которые можно и не стыдно даже демонстрировать на международном уровне. И это все подвигло нас к тому, что действительно здесь можно создать очень сильный такой хаб для инженерного развития. Поэтому форум нацелен на то, чтобы это была такая долгоиграющая траектория развития, которая приведет к тому, что здесь будет центр действительно такого инженерного разума, который здесь на Дальнем Востоке должен развиваться, и Нерюнгринский район будет драйвером развития всего этого движения. Мы хотим, чтобы это все происходило каждый год, приглашать самых лучших, не только из России, но и всего из разных стран, которые с нами работают, особенно из Китая, из других стран. Я думаю, что это будет таким успешным проектом. В эти дни здесь проходят хакатоны, так называемые, еще и мероприятия, которые связаны с нашим флагманским мероприятием «Шаг в будущее». Здесь будут работы наших юных исследователей, их проекты, которые мы тоже посмотрим. Дело в том, что в этом году нерюнгринские школьники приняли активное участие очень успешно в разных международных мероприятиях, где они завоевали самые лучшие места, хорошие награды. Поэтому я думаю, что здесь мы тоже увидим много чего интересного, потому что работа постоянно идет, и проекты эти все время усовершенствуются, улучшаются. Здесь создано самое настоящее сообщество
общество инженеров. И мы думаем, что оно будет иметь очень большие перспективы для роста. Безусловно, один из флагманов подготовки будущих инженеров – информационно-технологический лицей номер 24 города Нерюнгри, чьи участники регулярно становятся победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов со своими научными и инженерными проектами. И в рамках форума «Инженерию» в информационно-технологическом лицее прошел 3-й межрегиональный IT-хакатон. Это форум об инженерном образовании и его развитии. Соответственно, все 3 кейса, которые сейчас, все 3 задачи решают дети, они посвящены инженерному образованию. Дети сейчас разрабатывают либо какие-то веб-сайты, приложения, которые могут как-то помочь развить инженерное образование. Сейчас участвует 12 команд со всех образовательных учреждений района, и еще к нам приехала команда из города Тында. В течение 2 дней ребята решали поставленные перед ними задачи, находя нестандартные подходы к их реализации через строгое распределение функций каждого участника команды. Мы работаем над проектом «Сервис для обучения инженерным дисциплинам. Кейс номер 3». Мы хотим сделать сайт, на который люди могут зайти, посмотреть работы, связанные с инженерией, и обучиться некоторым инженерным навыкам. Наш проект направлен на создание профориентационной игры по выбору инженерных специальностей. Своей игрой мы хотим помочь целевой аудитории определиться со своей будущей профессией. Для этого в нашей игре есть выбор конкретной инженерной специальности, и существует большое количество уровней. На этих уровнях они решают задачи, которые максимально приближены к реальным задачам, которые стоят перед инженерами. На подведении итогов IT-хакатона ребятам предстояло презентовать и защитить свой продукт перед экспертной комиссией. И справедливо жюри вынесло решение, что команда Куэрти из школы номер 22 поселка Беркакит оказалась сильнее, представив продукт, уже готовый к тиражированию. Мы разработали продукт, который будет, получается, решать проблему автоматизации и, получается, интеграции искусственного интеллекта в какие-либо инженерные процессы. То есть мы реализовали коммуникацию между людьми, мы реализовали звонки, митапы и реализовали также симуляцию работы электрической цепи, то есть соблюдаются законы физики, высчитывается КПД, там, все это отправляется в другие источники и так далее. Спектр применения разработки школьников из Беркакита самый широкий. Студенты, то есть какие-то, возможно, компании, которые проектируют какие-либо здания и сразу проектируют, возможно, какие-то схемы для подачи, возможно, света, возможно, какого-то другого оборудования. Он уже в целом готов для продакшена, то есть уже реализован мониторинг, уже реализована отказоустойчивость некоторая, то есть он уже может выдерживать довольно большие нагрузки в целом, и ну, осталось только, наверное, задеплоить, то есть выгрузить в интернет, и как бы все должно работать. Также информационно-технологический лицей стал площадкой для проведения соревнований по гонкам на дронах. Это довольно новый для Нерюнгринского района вид спорта, но, судя по количеству участников и их азарту, он будет стремительно развиваться. Честно говоря, впервые играла. Меня попросили заменить девочку одну, но я вот вчера только пришла, попробовала, как это вообще. Мне понравилось, и меня взяли на соревнования. Сейчас прошла, тоже было интересно. Будешь ли ты продолжать заниматься этим видом спорта? Наверное, да. Это интересно, прикольно. А какие основные сложности, может быть, есть, ну или есть для тебя? Разобраться в управлении, наверное, самое было сложным. Долго сидела, пыталась понять, куда, как работает джойстик. Я участвовала в соревнованиях год назад. Меня попросила классная руководительница пойти на конкурс дронов. Мне самой было интересно, потому что это вид спорта такой, то, что я первый раз такое пробую. Мне понравилось. Во второй раз сюда пришла, чтобы проверить свои навыки, и у меня получилось. В принципе, мне понравилось. Планируешь ли ты дальше развивать свои навыки или, может быть, перейдешь на управление реальными дронами?
Но я планирую дальше заниматься этим, потому что это интересно и увлекательно. В качестве экспертов в этом состязании выступали гости из Намского УЛУСа, показывающие высокие результаты по этому виду спорта на соревнованиях всероссийского уровня. У нас в республике этот вид спорта зародился в 2023 году, и была создана Федерация гонок дронов во главе с Андреем Михайловичем Андреевым. И в прошлом году, например, в этом году в республике было проведено первенство чемпионат Республики Саха-Якутия, а также чемпионат первенства Дальнего Востока. И ребята, которые показали хорошие результаты, приняли участие в чемпионате и первенстве России по гонке дронов, в том числе и наши учащиеся Сардана Сутакова и Попов Сахамир. Вот как раз они по приглашению ИТЛ-24, да, и принимаем участие в форме инженерии. И ребята покажут мастер-классы, что это такое, да, как соревнуются дети, также как можно подготовиться к этому виду спорта. Соревнования проходили в двух дисциплинах – гонки на дронах на компьютерном симуляторе и гонки на реальной трассе с настоящими препятствиями. Все-таки на симуляторах ребята, когда начинают тренироваться, все-таки это компьютер, да, где можно спокойно перегрузить и поехать. Да? А здесь уже, когда на реальных дронах, первое то, что охватывает детей, это, конечно, страх. Страх – это потерять управление, разбиться. Да? Но самое главное в этом здесь, чем больше ребята налетают на симуляторе, тем больше уверенности у них получается при управлении реальными дронами. Ну и тут надо понимать, что ребята управляют сами полностью, да, то есть и высоту подают, и скорость сами подают, поэтому здесь нужна очень хорошая моторика. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования выдались очень зрелищными и азартными. Участникам было необходимо пройти трассу с обязательным исполнением определенных элементов и сделать это быстрее других. Счет шел на секунды. И, как закономерность, победил самый опытный. В целом, а так я довольна результатом. Вообще, я была бы намного рада, если бы меня победили, честно. Да, было бы намного лучше. А почему? Ну, не знаю, у нас девушек в Якутии в целом очень мало соревнующихся нормально. И каждый раз там 3-4 девушки, знакомые лица, как всегда. Да. Как думаешь, что позволило тебе сегодня победить, стать лучше? Благодаря чему? Опыт. Много опыта. У меня даже лета не было особо, только тренировки. Да. В связи с этим ты свою какую-то дальнейшую профессиональную деятельность планируешь связать с коутерами, с дронами, с беспилотниками, с чем-нибудь таким? Как вообще планируешь идти дальше по жизни? Ну, вообще, если подумать, то в целом больше как хобби, но если симуляторы, я думаю, больше симулятор силы потратить, потому что на настоящих дронах нужно покупать дроны, каждый раз, когда ломается, тратить деньги, а их нужно откуда-то достать, а я студентом стану. Да, поэтому симулятор. Что ты можешь сказать, посоветовать своим сверстникам, которые тоже хотят этим заниматься, как им стать в этом успешным, как вообще этим начать заниматься, к этому прийти? Как начать заниматься? Ну, во-первых, симуляторы, которые в общем доступе в Steam, можно найти DSL, к слову. Ну и пульты, нужно разобраться в них. Самое для начала, думаю, Радиомастер подойдет, Pocket. Угу. Начинаешь, потом уже нужно переходить на маленькие дроны, которые сегодня показала Улит. Да, с них начинаешь, и там дальше больше. Еще одной площадкой форума стала школа номер 1 столицы Южной Якутии. Там для школьников провели форсайт-сессию «Игропрактика. Якутия 2050. Код будущего», где ребята анализировали проблемы и решали поставленные задачи. Мы сегодня проводим профориентационный проект, мы его назвали пока «Профориентир», основанный на технологии форсайт-сессии. То есть ребята сейчас придумывают тренды, которые существуют здесь и сейчас, да, то есть тенденции, которые происходят в мире. Например, урбанизация, глобальное потепление и также тренды, связанные по развитию тех или иных отраслей. То есть железные дороги, нефть, газ, якут-уголь и так далее. В этом плане ребята должны нарисовать карту будущего, понять, какие возможности и угрозы нас ожидают в этом будущем, и в конце
подумать о том, что какие профессии могут исчезнуть, какие профессии могут появиться. На самом деле форсайт – это технология прогнозирования будущего. То есть мы учим ребят, как мыслить из сегодняшнего, что будет в будущем и что нужно предпринять для того, чтобы прийти к этому будущему. Мероприятие прошло при участии представителей промышленных предприятий района, которые заинтересованы в новых, нестандартно мыслящих кадрах, способных с новым взглядом подойти к решению тех или иных задач. Цель – это привлечение молодых кадров. Вот мы как расписываем сейчас тренды. Один из самых главных, я считаю, трендов – это уменьшение возраста, как сказать, профориентирования человека. То есть человек идет после школы в техникум, после техникума на высшее образование, еще плюс теряется время в армии, грубо говоря. То есть человек приходит к нам на производство в возрасте 23-25 лет, пока он пройдет путь еще до становления среднего звена руководителя, высшего, он уже, грубо говоря, имеет возраст 35-40 лет. Если человек будет профориентироваться ранее в школе, грубо говоря, с 9 класса, с 8 класса, будут специальные классы, допустим, РЖД или Газпром, предприятие. Человек уже будет настроен и понимать, куда он идет. Зачастую же человек, приходя на обучение в вуз или в университет, он потом меняет свой выбор и тем самым теряет время. Чтобы исключить этот фактор, я считаю, что надо более ранее привлекать детей из школ к рабочим профессиям, чтобы все были не менеджерами, а понимали, что есть работа, есть производство, есть строительство, есть эксплуатация этого всего. Тем, чем мы здесь и занимаемся. Также участникам форума «Инженерю» была представлена возможность встретиться и обсудить свои проекты дополнительного образования. Грантовая сессия прошла на базе Центра развития творчества детей и юношества. Сегодня мы посмотрели 7 команд, 7 проектов, 7 инициатив, которые будут в будущем проектами. Это школьные проекты и дошкольные проекты. Тематика выбрана достаточно актуальная, я бы сказала, от развития инженерного образования до экологических проектов. Это школьное радио, это и дизайн-студии. Мне очень понравились проекты, они очень интересные, и достаточно за короткое время команды смогли сформировать почти паспорта проектов. Я бы хотела, чтобы они обязательно участвовали в грантовых конкурсах и обязательно нашли финансирование, оформили как проект и реализовали у себя в городе Нерюнгри эти проекты. Проекты действительно были на самую разную тему, и, как отмечают педагоги, школьники проявляют большой интерес к такому виду внеучебной деятельности. Проектная деятельность в Нерюнгринском районе достаточно быстро и бурно развивается. Если мы посмотрим на школьников, то школьные научно-практические конференции проводятся достаточно часто. Дети занимают призовые позиции, далее отправляются уже на региональный этап, а следующий этап, заключительный, является всероссийское участие. В прошлом учебном году, имеется в виду, мне посчастливилось и предоставилась такая возможность пройти все этапы научно-практической конференции. И на мероприятии, которые сейчас мы принимаем с коллегами участие, уже является для педагогов как неким таким толчком для развития проектной деятельности не только среди школьников, но и уже среди взрослых, среди педагогов, наставников, заместителей директоров и воспитателей детского сада. Впечатления от мероприятия позитивные, потому что было много и позитивных моментов, познавательных моментов. Вчерашний день запомнился выступлениями спикеров, которые выигрывали гранты на реализацию своих проектов в образовательных учреждениях. Я считаю, что это достаточно хорошая возможность от государства профинансировать образовательные учреждения для наилучшего образовательного процесса.
На подведении итогов педагогическое сообщество высоко оценило уровень подготовки и проведения всех мероприятий форума и практическую значимость озвученных практик по привлечению школьников в изучение технических специальностей для дальнейшей работы на промышленных предприятиях. Когда мы говорим об инженерном образовании, образование не может стоять в стороне, потому что образование начинается уже с дошкольного возраста. Поэтому мы понимаем, говоря о развитии технологического суверенитета страны, без образования обойтись не может, потому что начало положено, конечно, в образовании. И уже сегодня мы говорим о дошкольном образовании, где должна быть уже направленность и знакомство профориентационное со многими специальностями, и именно теми специальностями, которые нужны будут району, республике. Это уже у нас направленная задача стоит перед дошкольным образованием. И вот второй год, в этом году, второй раз приедет к нам Малая академия, мы взаимодействуем, с удовольствием и приняли их инициативу, и считаем, что это правильно. И вот предложение было сегодня на круглом столе, конечно, расширять эти взаимодействия, делать их более объемным, делать республику уже республиканского уровня, масштабного, потому что плоды свои дают. У нас увеличилось количество инженерного образования, классов профильного образования. Мы открыли в этом году классы углубленного изучения. У нас увеличилось на 4 класса углубленного изучения в среднем звене, где уже дети мотивированы с родителями вместе, отбираются на основании положения, отбираются в эти классы, согласно желанию, потребностям, но, конечно, навыкам учебным тоже это немаловажно, потому что все-таки в основу инженерного образования лежат точные науки, сложные науки, математика, физика, информатика, и все то, что с этим связано, черчение. Сейчас мы говорим с руководителями, обязательно это должен быть учебный план, настроенный на данное развитие инженерного образования. Это, конечно же, включать часть учебного плана, часть формируемую, это черчение, это автокады, это специальности, которые инженерной направленности специально, через элективные курсы, знакомства, которые имеют направленность профориентационную и профилизационную. Поэтому, конечно, мы взаимодействуем с СФУ, налаживаем взаимодействие, более тесные контакты в этом году у нас, потому что они даже преподают. У нас в некоторых школах уже часть внеурочной деятельности, элективные курсы и внеурочную деятельность. В следующем году форум планируется сделать международным с привлечением экспертов образовательных учреждений из Китая, а также других регионов Дальнего Востока. У нас первый такой форум. На самом-то деле он имеет уже происхождение с прошлого года. Мы хотели сделать такое большое мероприятие образовательное, связанное с инженерным образованием. Оно очень необходимо, и Нерюнгри всегда очень передовой такой аутпост для развития таких образовательных программ, потому что многие школы вовлечены в научно-проектную деятельность юных исследователей, школьников, и ваши дети показывают самые замечательные результаты на всероссийском и международном уровне, награждены большим количеством медалей, наград, дипломов. И я думаю, что инженерия – это вот такой первый в регионе, на Дальнем Востоке инженерный образовательный форум, и оно будет иметь большое будущее. Мы в следующем году собираемся сюда приглашать представителей других регионов. И я думаю, что будет большое, замечательное будущее этого проекта, потому что как раз здесь практическое применение всего этого имеет место быть, и надеюсь, что Нерюнгри станет таким хабом для инженерных проектов, образовательных, связанных с наукой. Дело в том, что здесь создаются кадры, которые потом обратно приедут и будут здесь работать, развивать отрасли индустриальные и также экстракционные и прочие, которыми здесь славится наш регион. И самое главное, развитие будущего будет абсолютно гарантировано. Прошедший форум стал открытой площадкой для обмена опытом, дискуссий и диалогов, а также практического применения накопленного опыта профориентационной работы и подготовки кадров для промышленности. И форум обязательно продолжит свою работу на регулярной основе.